С наступлением тепла муниципалитеты и победители прошлого года проекта «Народный бюджет» активно приступили к реализации своих проектов. Напомним, всего в этом году в республике будет реализовано 505 инициатив с мест на сумму 400 миллионов рублей. В Сосногорске, к примеру, уже успели заменить окна в одном из детских садов. Любовь Лапина продолжит. Теперь в этом детском саду всегда тепло, несмотря на погоду за окном. Будь то дождь или снег, внутри комфортно и не дует. Для малышей, которые занимаются в группах целый день с утра до вечера, это важно. Меньше сквозняков, меньше соплей и больничных. О замене окон в учреждении давно мечтали и родители, и педагоги. Для ребят это будет в первую очередь хорошо. Почему? Потому что в садике, в принципе, если, например, это зимний период, тепло, но от окон очень сильно дует. То есть это была всегда проблема. Приходилось утеплять, где-то помогать, где-то еще что-то. Здесь уже эта проблема будет решена. И основная проблема была еще в проветривании. Окна нельзя, плохая возможность была открыть для проветривания. Сейчас эта проблема решается автоматически, потому что более современные окна, и, естественно, это будет уже более проще. Здание детского сада было построено еще в 1965 году. Сейчас его посещают 137 детей. Заменить окна на новые и современные удалось благодаря проекту «Теплое солнышко» на деньги народного бюджета. Этот проект – настоящая находка для нас. Участвовали мы впервые. Произвели замену 13 пластиковых окон в здании. То есть это не только тепло и комфорт, но и эстетика для наших воспитанников, для наших сотрудников, кто находится в течение всего дня в саду. Нам очень понравилось, и, конечно, мы планируем участвовать снова и снова. Всего в этом году на рассмотрение комиссии было вынесено 48 инициатив сосногорцев. Отбор на уровне муниципалитета прошли 40. Они могут быть реализованы в рамках народного бюджета в будущем году. Важные, полезные для муниципалитета. Конечно, надо много нам в городе вопросов решить. Вот будем отбирать, конкурс для этого и создан, чтобы мы отобрали лучшие проекты и самые необходимые для реализации. Отобранные проекты жителей Сосногорского района после рассмотрят на уровне республики. Победителей по каждому муниципалитету определят до конца года. Ну а пока в Сосногорске продолжают реализовывать инициативы, которые победили в прошлом году. Всего их 23. Любовь Лапина, Андрей Калиничев, Евгений Юрин, телеканал Юрган, Сосногорск.